Насколько вам сложно вливаться в команду? Все-таки вы на первом сборе не были, и вот так вот по ходу много новичков в команде, кто-то пришел, кто-то ушел. Ну, на самом деле большой проблемы в этом нет. Я все-таки действующий тренер, да, и работал и главным тренером, и помощником, и поэтому все, скажем так, что Игорь Иванович предлагает, тем более мы давно знакомы, для меня это не новость. Определенный дискомфорт, конечно, вносит то, что я сразу не могу всех ребят так визуально определять, но поверьте, это буквально неделя, максимум 10 дней, это все станет на свои места. Поэтому рабочая обстановка. Болельщиков у Актобе очень много, они очень требовательные, и вот даже сейчас видно, что, казалось бы, сборы, товарищеские матчи, но многие были недовольны результатами. Насколько было важно вот вчера, например, победить, чтобы как-то внутри команды был настрой, у болельщиков какой-то позитив тоже? Ну, болельщики для того и созданы, чтобы переживать, то, чтобы радоваться вместе с командой. Определенно, могу сказать, нас порадовал положительный результат. Но больше, вот я вчера отмечал, больше нас всего порадовало то, что ребята уже начинают адаптироваться друг к другу, к стилю игры. И вот те новички, которые ребята приходят, да, к нам в команду, они осознают, куда они попали, для чего они попали. И постепенно к нам как бы так, такое слово есть, такое, притираются. А то, что болельщики, конечно, требовательные, об этом я наслышан. Оралхан Амиртаев и Айбар Абдулла сейчас уехали на сбор национальной команды, там Казахстан 1-2, можно по-разному назвать, но в целом как это повлияет на ваш тренировочный процесс? И вот вам как тренеру не будет ли это проблемой, то, что сейчас, можно сказать, основных игроков не будет целый неделю? Это прежде всего гордость за ребят, то, что они представляют то, что они представляют клуб сборной, а дискомфорта определенного нет. Есть направленность, есть определенные задачи. 2 игрока, это, поверьте, это не 11, это решаемая проблема. Я уверен, что это дискомфорта никакого не несет тренировочный процесс. Я не знаю, видели ли вы, это сейчас официальная или неофициальная информация по поводу календаря, то, что команда будет начинать с матчем с Орда-Басы, на выезде потом Туран там домашний. Вот насколько это удачный календарь, неудачный вообще? Вы знаете, нам предстоит в сезоне со всеми играть, да, и каждая команда – это определенный экзамен, который нужно положительно сдавать. Абсолютно все команды на старте равны, да, и поэтому к каждому сопернику будем серьезно готовиться, играть. Еще хотелось бы спросить вас про такой тренд. Все больше и больше белорусских тренеров в чемпионате Казахстана. Есть еще игроки, тот же Амиртаев, который поиграл в Беларуси, вернулся в Казахстан. Вот насколько сопоставимы эти чемпионаты по силе и насколько вам, скажем, удобно? То есть можно ли сказать, что Казахстан – это уже следующая ступенька в развитии игрока или тренера? В чемпионате Казахстана очень серьезное финансовое вливание, соответственно, приходят очень серьезные игроки. И поэтому могу сказать, что повыше уровень, конечно, в чемпионате Казахстана, чем в Беларуси. Я могу сказать, что и вот тренеры, которые работают в Казахстане, тоже это серьезный уровень. И, скажем так, от этого прогрессирует весь футбол. Тогда, может быть, про Суперкубок еще пару слов. Какие ожидания от этой игры? Ожидания очень хорошей игры, серьезнейший соперник. Но поверьте, мы не боимся, мы уважаем этого соперника и будем серьезно к игре готовиться. Біз жеңдік, өте қуанышты болдық. Жол өте қиын болды. Еске алатын болсақ, Елімаймен 2 ойын қиын болды. Содан дейін, оға дейін Ордабасымен ойнадық, Шымкентте, өте қиын ойындар болды. Енді жолымыз оңай болған жоқ, бірақ жеңдік, соған қуаныштымыз. Әрине, әр ойынды жеңу керек. Суперкубоктан бастап жақсы нәтиже көрсету. Большая игра будет. Я считаю, что достойных соперников встретятся друг с другом и выяснят, кто сильнее. И даже если мы в чемпионате в прошлом сезоне 2 раза Кайрат обыграли, это не дает повода, что мы там 3-й раз у них выиграем. Каждая игра по-своему, тем более Суперкубок, финал. Я думаю, что и та команда, мы однозначно будем биться до конца. Я считаю, что, думаю, что они тоже будут биться. Это для них тоже очень важный матч. Я надеюсь, мы обрадуем в первую очередь своих болельщиков и клуб, город и родных, семью этой победой, иншаллах.